Үтө күннен сайдам саха жана эһиги бу жокускай биrini көрөгөт. Билигин биһиги табагатагы кырай өрдер музейге ылжытты келлибит, кириге биһигини манны курдук сурук күтер буһур бәте ме исторической памятник болар ди хасап. Антон же киремит биһиги бу табага историятын, жамсыктар историяларын киремит бисеган ден ыңрам. Табага сәленете сақа сирен бир самай кыржагас бай историялах. Үтө үлэхи жоннордоқ кәрәни кәрәксир кәнчәрі чаттақ индики сайттар кәскелләқ сәлене болар. Сақан оротын историятын дереңдік өрәппет тыл өрәқтәға Эдуард Карлович Пекарскай сорибыт тылжытыгар табага туһунан Иркутскай, Жакускай, Поштовый тракт маңнайгы станцияда ден бұхаран келдер бит. Бейгі сәлене бит тығынча хәтті хүс хәттон үс сыллаққа түріттен біті. Табагатағы жам сүрдер станция кораттан бастакы хүрбебес бересте ырак сытар. Олоқтақ нәхелене үксе жамсык түріттәқтер. Станциялар икки ардылара ырага ат ахатар сөптөк сир барыттан тутулуктағады. Станцияларға әбәхәт ағыяға икки ат онна белемнемит от бар болуқтаға. Жамсыктар атынан жону соругу маллары тахаллара. Олихин сылга икките қамнас ылаллара. Сыры үксін кыхын әрәсатанара, сайын бадаран хар тақсара. Кәлін сайынғы солу бәстәққа дері оңыр бұттара. Антон Александр Ивановна, bu музей туһунан кәрсен булаха. Касыллаққа қайдақ телевизион туһунан историятын кәрсенді. Кен сергек кейін кораттарға болар бұғы майғы олық жағақ олары елара бігі төріттер бет тұттар малларығар, ихиттерігер көстер. Бұл бай историяны кәлер кәнчәрі үтчаққа қалларар сыллақ музей олықтақ 9 класс оскола ихигер аспыт үйе 6 сылларға тәрелі біті. Сөрін қылаты бұл музей тәрелітігер библиотечнай үлі ветерана өр сылларға библиотека Сибири сейнен үлеләбет Соколова Светлана Ефимовна, онна олықтақ сәбет депутата Соколова Евдокия Дмитриевна келдер біттері. Тығынча 964 сыллаққа музей бұд общественный музейден улақан солталақ аты ұлбыта. Но оларын қамайоқ ехен арас олары йылар төміктерігер 2-тігінші хетті сыллаққа табага сколата сабылы бұта. Оны күтта музей бітеме. Экспонаттары қарыстан маннак клуб, онна библиотека көспетігер ағар салаға мұннан тұрор бұттара. Білігін бұға қолуян ақтаққа 200-тен тақса арас тұттар мал, көрдонча бұлырғы қартысқалақ альбомнар, 12 тематическай стенд, оны үгіз ақсанақ грамоталар, металлер баллар. Экспонаттары сәлен небет олықтақтара музейға анан бербіттері. Урут олара сылжы бұт түріттер бет, олыққа жағаққа тұтты бұт тәрелері бұ ағаяқ, бұ үйеләқ өйдөбіннік болан туралдар. Музей тәрегерге көмелөспіт сәленне бит кіржағас олықтақтарығар мақтал бұтын терді бит. Билен көрен бағалақтар бұ үйеләқ экспонаттары білсе үйреті ара сәрттен, ұлыстартан, кранылса тағыттан мақтайы көрен баралдар. Ол тоғытынан бұ үгіз ақсанақ мақтал сұруқтары қалар бұттара болар. Табага сәленнеті индики сайдар кәскелләғін моста тұтылдар бұлаңға олыққа кейрен әрәрі көрдірір. Орут бігі сәленнебіт Иркутскай, Жакускай жамсықтар тракторын станцияларынан білдер боллағынан білігін қорат сайдар кәскелін түстүр ағалар соғыруыңы ана болар. Бігі музей бітігар кәрен ылжыдыргытығар ыңырабыт. Светлана, добрый день. Ну вот мы находимся в замечательном музее Табагинском, краеведческом. И тут я вижу очень много экспонатов. Хотелось бы узнать о них побольше. Наверняка каждый экспонат имеет свою историю, и каждый экспонат интересен, да? Да, мы очень рады всегда показывать наши экспонаты. У каждого экспоната, конечно, своя история, история появления, история его хранения. Музей изначально начинался, как комната боевой и трудовой славы, потому что не было больших помещений. Значит, вот основоположники у нас Соколова Евдокия Дмитриевна, они начинали. Потом очень большой вклад сделала наша краевед Соколова Светлана Ефимовна. И вот уже по прошествии всего этого времени, конечно,
музей, ну, оброс своей историей и своими любимыми экспонатами. Одним из старейших экспонатов подлинно верстовой столб, который к юбилею села был подарен жителями села. То есть музей, вот подлинно верстовой имщицкий столб, он сохранился на территории частного дома. Вот он, мы его можем видеть, да? Да, этот музей участник больших юбилейных мероприятий. Это когда вот становление Иркутско-Якутского тракта. Это подлинно верстовой столб до наполеоновского периода. То есть мы помним, что верстовые столбы, они уже белые, такие в черную полосочку. А это вот лиственничный столб. Он даже немножко, ну, мы подпилили, потому что там была трухлявость. И он вот такой вот подлинно, какие они были первые столбы, которые устанавливали, чтобы разграничить вот эти версты. Также вот из этих экспонатов это, конечно, утвари убранства, ну, имщицкого дома. Это, конечно, конные упряжи, да, вот эти все. Вот эта вот большая черемуховая дуга, она выполнена из дерева черемухи. Она вообще работала до последнего периода, вот если бы не было скола, ну, то есть это тоже очень такая... Хорошо очень сохранилось. Да, древняя вещь. Ну, вот такие вот у нас дуги есть. Ничего себе. Да, вот валдайский колокольчик нам подарили тоже потомки имщиков, которые приезжали сюда в гости. Ну, вот такой вот обод колеса, да, он тоже участвует во всевозможных постановках и конкурсах. Ну и вот такие всякие замечательные вещи. Это мы, когда говорим экскурсии, ну, для наших детей, да, этих подрастающего поколения, ну, то есть вот эти прадедушки и прабабушки современной техники. Да. Можно заметить, не знаю, вот сноровку ямщиков, да, потому что вот, например, колесо, оно обернуто железом, да, вот Да, интересно. ну, то есть это же было выполнено, ну, в домашних условиях, в колхозных условиях, в кузницах. Вот эти все гвозди, то есть надо было как, ну, по технологии, наверное, какой-то замачивать, вымачивать. Ну, то есть вот это все сохранилось. Передовые в домах. люди. Да. Ну вот это помощники наших женщин, это наши коромысла. А, Даже на сегодняшний момент можно видеть, как мы носим воду. сохраняя традиции, как Да, говорится. Да. да. Дерево, обработка была у нас очень большая, потому что вот какая-то кухонная, да, вот эта чашка для хлеба. Да, вот эти сито, вот эти ковши, вот эти ковши. Тут еще есть берестяные ковши вот для полива огородных грядок, да? Ух ты, известный. Да, ну то есть вот приспосабливали, красоту наводили, да, вот эти все. То есть всем занимались. Да, да, в свободное время. Да? Мы вообще пробовали каждый экспонат на современные реалии, да, вот мы пробовали гладить утюгами, пробовали стирать вот этими вальками, да, но это все очень интересно, мы говорим, что это там наша прабабушка стиральной машины, Да. потому что дети же не понимают, как это работает, а это работает очень сложно. Пробовали носить ведра, это тоже целое искусство, не расплескать, да, не облиться. Найти центр. Да, подняться с речки вот по этой горке, это все-таки очень тяжело, ну, поэтому да. Вот такие маленькие окошечки, да. Ага, рама. То есть стекло же было очень дорогим материалом, ну, там в маленьких балаганах вообще там лед вставляли, бычьи пузыри вставляли, и вот как бы для сохранности тепла и какого-то света, да, то есть вот такие маленькие окошечки. Тоже история. Да, тоже история, это тоже про дедушка стеклопакета. Вот такой уголок ямщицкого быта нам были переданы Соколовой Альбиной Михайловной, вот мебель, сундуки, да, бабушкой Козловой Аксиньей Ивановной передана вот такая прялочка. Ну, то есть, конечно, работы очень много в плане того, что нужно отреставрировать самовары, но они у нас активные участники тоже всех мероприятий. И хочу отметить, что экспонаты в музее, они живые. То есть дети по ним пишут проекты, они участвуют в театрализованных постановках, защищаются. Вот сейчас у нас проходят большие соколовские чтения, да, то есть экспонаты работают. Ага. Да, вот у нас такая небольшая коллекция заварочных чайников, она тоже у нас стартовала в юбилейный год. Да, вот их как бы, такой у них уголок у нас для чайников. Ух ты, я примерно 60-70 точно чайничков есть, да? Ну, наверное, да, есть, потому что часть еще у нас как бы в запасниках. Ага. Такие милые штучки, духи и пудры, бабушкины гребенки. Ну, то есть это все такой небольшой взгляд в прошлое. Да, действительно.
Также хочется отметить, что здесь же мы находимся в здании старой школы, которую закрыли в 2007 году, и вот этот пристрой 1972 года, где мы находимся, и здесь также собрана большая история Табагинской школы. И как бы вот в память. Школу закрыли на 115-м году жизни, и вот этот вот экспонат, это, к сожалению, новодел, сделан нашими выпускниками, и вот мы его поставили в память о школе, которая выпустила очень много выпускников. У нас есть очень уважаемые, достойные люди, которые с удовольствием сюда приезжают, дарят нам свои работы. В гостях у нас были Харысхал, он нам подарил сценарий пьесы «Страсти по ямщику», оригинальный вариант, да. Потом авторы книг Соколов Анатолий Дмитриевич, Добрянцев, вот, ну, большие мероприятия по вхождению Якутского тракта, как бы здесь это тоже все прошло и проходит. Ну и, конечно, мы хотим отметить, что ну, как бы история вхождения советской власти на территорию Якутии. То есть с высадки первого красного десанта Аполлинария Рыдзенского, то есть этому посвящена тоже вот наша такая стендовая экспозиция. Это сюда, отдельная, да, большая да, часть. это большая история. Сюда приходят тоже подростковые отряды, экскурсии, потом вот памятники Каландарашвили, Рыдзинскому, и они здесь тоже останавливаются и получают свою информацию. Из больших экспонатов, то есть у нас вот подлинно верстовой ямщицкий стол, и вот такая вот, плуг, он довольно тяжелый, кованный в колхозной кузнице, да, вот тут всякие кожемялки, сыромятные веревки, вот ищем сейчас тоже второй круг нижнего этого жорного. Так что да, вот. Это все археологические вот, работы велись, да? Да, в свое время, когда здесь была школа, ребята ходили в экспедиции и собирали экспонаты. То есть они ходили, ездили в Марху, в Кангаласы, там, в Тулагину, как бы делали вот такие рейды в Тихтюр, ту сторону, да. И, население, как правило, оно сейчас отзывается, то есть отдают вещи в музее, чтобы это все как-то бережно сохранилось и работало. Вот этот вот железный, это руль трактора «Фарзон», который на чурочном топливе. То есть вот эти наши сопки, они раньше были все распаханы под рожь, под овес. То есть земля возделывалась вот нашими предками. И вот этот вот руль от трактора «Фарзон», да, на чурочном топливе. Да, вот большая история тоже, конечно, колхозного движения. Первые председатели колхозов, вот которые, товарищества, да. То есть имщики, они изначально гоняли почту, но жить надо было очень как-то трудно, поэтому, конечно, обрабатывалась земля, здесь большие умельцы, огородники, то есть женщины, конечно, занимались всем этим. И вот был очень хороший колхоз имени Ворошилова. Вообще на период становления советской власти, вот после гражданской войны, все колхозы были названы в честь военачальников. Да? Вот, допустим, у нас здесь был колхоз имени Ворошилова, в Тихтюре был колхоз имени Кагановича, потом там все это укреплялось, но там уже другая история. Конечно, большой раздел нашего музея, он посвящен Великой Отечественной войне, потому что на фронт у нас ушло 64 местных жителя, с фронта вернулось 32. Да, как бы половина. И вот хочется отметить, что на территории, значит, нашего села вот стоят вот елочки. Их посадили выпускники 1939 года. Ребята, которые ушли на фронт и не вернулись. Это вот все, что от них осталось. Это вот наша такая местная легенда и факт. Да, собраны большие материалы, да. Сейчас вот тоже дети пишут проекты, про своих славных предков, поэтому вот наши ветераны все отмечены. У нас есть новый альбом, там вот наши вдовы, которые трудились на полях. Значит, собраны здесь тоже вот, небольшие материалы, но отданы красноармейские книжки, мандаты, награды, какие-то личные вещи вот там, фляги, кружки, кто не пожалел и отдал. То есть это тоже все-таки подписано. Вот фляги, я вижу, кружки, да? Да, красноармейская книжка вот Соколова Михаила Николаевича. Вот такая вот она. То есть вот это подлинные вещи. Вот что им выдавали, вещевое имущество. То есть мы вот это все можем узнать. Полковая школа, 1938 год. 1938 год. Да, потом есть вот всякие почетные грамоты, да, материалы ученика Табагинской школы, да.
выработавшего населению на хозработах 148 трудодней. Это школьнику, да? Да, да. Ничего себе. Ну, то есть вот народ работал. Ну, музеи, для чего они нужны? То есть, чтобы знать прошлое, верить в будущее и жить в настоящем. Поэтому наши гости обычно говорят спасибо за историческую атмосферу, и приходите к нам еще. Действительно, где еще вот табагинская история, она очень интересна. С удовольствием здесь с вами окунулась в историю Табаги. Спасибо вам большое, Светлана Ивановна. Рядом со мной находится Виктория Николаевна Филипенко. Добрый день. Добрый день. Виктория Николаевна, вы являетесь коренной табагинкой, старожилом Табаги, ваши предки отсюда. Расскажите, пожалуйста, о ваших предках, о Табаге ваши небольшие, да, можете сказать? Любимой Табаге. Да, о любимой Табаге. Ну, предки мои, это еще в 1864 году мой прадед Соколов Иннокентий Иванович со своей семьей приехали в Табагу. Это было по указу царя. В то время, в царское время, в армии служили где-то очень много, 25 лет, что ли. И вместо службы в армию их направили на поселение в Якутию. Откуда? Из города Костромы. Ага. Из Костромы мои предки. И они вместо службы в армии приехали в Табагу, начали тут заниматься землепашеством, а потом стали они, уже когда жили в Табаге, стали имщиками государевыми. Поэтому вот у нас даже в Табаге, так как их были отправили в Табагу вместо службы в армии, прозвище в Табаге у нас у Соколов было солдатовские. В деревне обычно у всех прозвища. Мы были солдатовские, сколько я помню уже, и после войны. И дед мой Соколов Николай Иннокентьевич, он приехал тоже из Костромы. Отец мой уже родился в Табаге. Дядя мой, отец родной, брат моего отца. Вот Соколов Степан Николаевич, там находится его бюст. Он тоже является потомком государевых имщиков. Но в 1937 году, да, в 1937 году он уехал в Омск учиться в военное училище, на военного. Но в Табаге вот до войны, после войны, во время войны русское население в основном говорило на якутском языке. И вот я помню в моем доме дедушка с бабушкой, они больше в основном говорили на якутском языке. А дядя Соколов Степан Николаевич, подполковник советской армии, участник Великой Отечественной войны. И в 1937 году, чтобы уехать в Омск, учиться на военного, он принял национальность якута. Наверняка у вас еще есть воспоминания о создателе этого музея Евдокии Соколовой. Соколова Евдокия Дмитриевна, она была, я бы сказала, большим патриотом Родины, Табаги. Она председателем сельского совета была. Она бригадиром овощеводов была. Но где бы она ни работала, она постоянно именно была очень большой общественницей. Она именно сплачивала Табагу. И это она была основателем музея. Начала собирать все старые фотографии. Тогда было более сложно. И она большую работу очень большую работу. Вот именно для процветания Табаги, для значимости Табаги, даже пригорода, она внесла очень большую свою лепту, конечно. Ну вот благодаря, получается, ее начинаниям сейчас сохраняется история Табаги. Только благодаря Соколовой Евдокии Дмитриевне у нас и Светлане Ефимовне, Соколовой на сегодняшний день, Ивановой Светлане Ивановне. У нас все продолжается в музее. Дети ходят, население ходит в праздники, приезжают
гости очень часто. Ну а рядом со мной стоит дочь одной из создательниц этого музея, Соколовой Светланы Ефимовны, Варвара Алимова. Добрый день. Добрый день. Моя мама родилась в старом ямщицком селе Старая Табага, в многодетной семье ямщиков, 5-м ребенком в семье. 7 лет школы закончила здесь, вот в этих стенах. Раньше здесь была школа. Среднее образование она получила в 10-й школе, пошла туда учиться. После окончания 10-й школы она пошла учиться в культпросвет училище на библиотекаря. После окончания в 1962 году пришла работать в сельскую библиотеку Табаги заведующей. Ну и с этого дня у нее вся жизнь с населением активно. В стенах библиотеки она создала культуру, быт свой тут табагинский. Все к ней обращались. И по крупицам она собирала историю. Как по ее воспоминаниям, она слышала разговор старожилов, и как-то ее отец сказал: вот мы умрем, и все это забудется. В детстве еще, да? Да. И вот у нее как-то это все в памяти осталось. И вот тут уже, будучи здесь на селе, она давай потихонечку собирать. С директором школы Гороховым сделали опросник, уже на план себе сделали, как будут работать, как собирать материал. И вот по Великой Отечественной войне обратилась к Евдокии Дмитриевне. Тут уже работа совместная пошла вместе. Ну и попутно жители собирали экспонаты музея. В школе в двухэтажном здании выделили 2 комнаты, куда все собирали. Делали альбомы про ветеранов. Вот тут вот, допустим, у нас вот ветеран, да. Про каждого ветерана свою книжечку писали, его экспонаты собирали. Вот. Огромная работа была проделана. Огромная. Но она, наверное, патриотом Табаги была, да? То есть Да. сохранить историю, вот ее цель, наверное, была такая. Потом вот в 2000-х годах началась собираться вот ямщицкая культура, начала создаваться. И в каждом селе начали свои книжки выпускать, свои там вот гуляния делать, греми-греми, ямщицкая. То есть и мероприятия, да? Да, Ага. здесь у нас в Табаге в 2007 году на полянке возле реки делали ямщицкий перезвон. С разных станций собирались и вот пели песни ямщицкую, вот эту вот культуру тут поднимали. Потом в 2000-х годах тоже вот на НВК «Саха» радиоцикл был посвящен ямщикам. И вот мама моя там 10 передач. Ну, вот последние годы жизни она все горела прям желанием напечатать книгу. Вот, «Табага ты моя Табага». Прям вот ее. Больше 50 лет собирался материал. Ко многим жителям мама приходила: расскажите про своего деда, там, про прадеда. Ну, кто-то отнекивался, кто-то, конечно, тут и фотографии свои давал, кто-то материалом делился. И вот тут вот получается все как вот в музее весь порядок. Почта, радио, телефон, школа, как-то вот по войне, почтовый тракт. Все очень так четко распределено, да? Да. И вот вторая книга тут уже выпущена совместно с библиотекой Белинского. У них серия книг «Жизнь в профессии». И вот 4-й выпуск — это про мою маму. Библиотекарь, краевед, летописец. Это же биография, наверное, да? Ну больше? да, тут отзывы жителей о ней, биография, вот эфиры НВК, тут все прямо про ямщиков, стихи. Мама иной расписала стихи. И главное, что-нибудь делает, и у нее раз поймает вот вдохновение, и на клочках бумаги, вот что попадется под руку, вот там конфетная бумажка, вот такая бумажка, она быстренько вот эту всю мысль, а потом вот уже печатали как-то так. Ты. Ну, спасибо большое вам, Варвара Дмитриевна, за воспоминания. Ну и спасибо вашей маме за то, что вот основа положила такой замечательный как проект жизни, можно сказать, наверное, да, чтобы сохранить историю Табаги. Букурдук биһиги табага историятын инжахыджар музейга ылжыттаты быт, көрөнас быккыт курдук табага историятын өйдүханы хыджар харыстыр. Онто мана бүгүнгү биһиги берибит түмүктенер күнайы бужукускай биrini 11 аңар часка көрөгүтүн умнуман көрсөк хадери.